Уже через несколько лет здесь появится новый торгово-логистический город Манас. Проект реализуется совместно с Китайской Народной Республикой в 3 этапа. На первом этапе здесь построят торгово-логистический центр, где расположится около 30 тысяч торговых точек, и 90% рабочих будут граждане Кыргызстана. Это место выбрано не случайно, так как оно находится между рынком Дордой и контрольно-пропускным пунктом Акджол, также в 15 километрах от аэропорта Манас. Отметим, на первый этап будет инвестировано $700 миллионов США. Торговые центры, логистические склады, образовательные учреждения, жилые дома. Это все проект нового торгово-логистического города Манас в Алмудинском районе Чуйской области. Сегодня прошла церемония закладки капсулы под строительство объекта. Реализация проекта займет около 6 лет. Площадь застройки превысит 5,6 миллионов квадратных метров или 700 гектаров земли. Проектом предусматривается строительство объектов городской инфраструктуры, такие как очистительные, пожарные, энергетические станции и станции связи, чтобы обеспечить функционирование города. Реализация проекта позволит в полной мере использовать наши преимущества географической расположенности, отмечает глава Кабинета министров Акылбек Джапаров. Мы начинаем строительство не просто торгово-логистического центра, а целого торгово-логистического города. Это действительно крупный проект между нашими государствами, который можно сравнить с крупным морским торговым портом. Наша главная цель – сделать так, чтобы наша страна стала транзитной. Все торговые отношения должны проходить через нашу республику. Товары должны отправляться именно отсюда в Китай, Европу, Америку и другие страны. Общая стоимость проекта составит $4 миллиарда 200 миллионов и создаст около 200 тысяч рабочих мест. Он реализуется в соответствии с инвестиционным соглашением между Кабинетом министров и ОСО «Кыргызско-Китайский инвестиционный холдинг», подписанного 8 декабря прошлого года. Торговые комплексы будут со всеми условиями, удобные как для покупателей, так и для продавцов. Треть будет жилые комплексы, 10% из которых мы безвозмездно передаем государству, госипотечной компании. Будет строиться экспоцентр с современными технологиями и современным дизайном. Далее будут строиться 2 школы, одна начальная школа, одна средняя школа. Будет строиться больница на 400 коек с современным обеспечением. Мы хотим превратить его в центр китайской медицины. Это не единственный проект в стране, который реализуется совместно с КНР. Так мы вместе будем прокладывать железную дорогу Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Уже идет строительство нового завода по производству электромобилей, мусороперерабатывающего завода на месте старого мусорного полигона и не только. Я думаю, что это будет перспективный проект. И этот проект принесет, конечно, пользу прежде всего Кыргызстана, для народа Кыргызстана, потом для вообще региона, потому что логистика всегда касается не одной страны. И, конечно, для Китая. Отметим, реализация проекта поможет увеличить общий доход в государственный бюджет и смежных отраслей и значительно способствует увеличению общего ВВП Кыргызстана. Вырастут социальные отчисления и решатся вопросы миграции. Рахат Батырбекова, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек.